Инфляция в годовом выражении по состоянию на 25 ноября достигла 8,78%. По данным Росстата, за прошедшую неделю цены выросли на 0,36%. За отчетную неделю плодоовощная продукция подорожала на 3,8%, в том числе огурцы на 10,6%, помидоры на 5,8%, капуста на 3,7% и картофель на 2,7%. Кроме того, цены на сливочное масло, сметану и куриные яйца выросли на 1%. Снизились цены на вермишель, вареные колбасы и мясные консервы для детского питания. В агропромышленном комплексе региона за последние несколько лет сложились хорошие тенденции, которые позволяют прогнозировать ежегодную положительную динамику. В 2024 году индекс производства валовой продукции сельского хозяйства ожидается на уровне 100%. В целом, за прогнозный период 2024-2027 годов темп роста объема сельхозпродукции может составить 106,4%. Отметим, что параметры развития отраслей сельского хозяйства по базовому прогнозу были сформированы с учетом действующих мер господдержки. К ним относятся мероприятия в рамках реализации региональной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. На рост в сельском хозяйстве региона также повлияла производительность нескольких крупных инвестпроектов. Это агрохолдинг «Агрокомплекс Сунжа» по производству томатов, садоводческое хозяйство «Сад-гигант Ингушетии», который собрал за 2023 год почти 22 тысячи тонн плодов, увеличив свою прибыль почти в 8 раз. Также важным фактором является тепличный комплекс «Кантышевский», который в целях импортозамещения в условиях санкций второй год обеспечивает тепличные хозяйства России от Калининграда до Томска посадочным материалом земляники садовой. Безработица в России в октябре составила рекордно низкие 2,3%, следует из данных Росстата. В октябре 2024 года 1 800 000 человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2024 года составил 2,3%, без исключения сезонного фактора. До этого безработица 4 месяца подряд держалась на уровне 2,4%. В мае-апреле она была 2,6%. В начале года 2,9%. Такой же уровень безработицы был и в октябре 2023 года. С 2025 года Росстат начнет отдельно оценивать финансовое положение многодетных семей. В 2025 году Федеральная служба государственной статистики впервые проведет выборочное наблюдение доходов населения и участие в социальных программах по целевой группе многодетные семьи, то есть домохозяйств с 3 и более детьми. На основе наблюдений власти смогут отслеживать достижение целевых показателей национального проекта «Семья», который планируется запустить с 2025 года как в целом по России, так и по регионам. А именно, формировать официальную статистику по показателю уровень бедности многодетных семей, мониторить уровень доходов и эффективности принимаемых мер социальной поддержки для снижения уровня бедности многодетных семей в регионах. Согласно национальным целям развития России, уровень бедности многодетных семей должен быть сокращен до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году. При этом доля малоимущих среди многодетных за последние 5 лет уже значительно снизилась с 51% в 2017 году и до 29% в 2022, следует из данных Росстата. Завершаем выпуск экономических новостей. Информации о курсе валют на сегодня.